А вы знаете, какая жесть и запреты есть в Туркменистане? Все говорят про Северную Корею, но в этой стране все еще серьезней. Я расскажу про самые тупые и реально смешные достижения президента, безумные ограничения и наказания, и то, почему самый красивый город Туркменистана стоит практически пустым. В Ашхабаде, столице Туркменистана, встретить можно только белые автомобили. Этот выбор не случайен. Правительство строго ограничило использование машин темных оттенков, особенно черных. Гурбангулы Бердымухамедов, президент страны, известен своей страстью к белому цвету. Такое предпочтение объясняется верой Бердымухамедова в то, что черный цвет приносит неудачу. Владельцам таких автомобилей так уж точно, им приходится их в итоге просто перекрашивать. Некоторые издания предполагают, что за автосервисами, где происходит та самая перекраска, стоят люди из правительства. В Туркменистане даже запрещен экспорт темных автомобилей, подчеркивая стремление к единообразию и полному контролю. А в апреле 2021 года Туркменистан ввел запрет, который звучит вообще невероятно. Теперь там не допускаются очереди. Да, без шуток. В особенности это касается государственных магазинов, торгующих по субсидированным ценам. Региональные власти с усердием следят за соблюдением этого правила, не позволяя людям собираться в группы. По информации некоторых СМИ, к такой необычной мере пришли после критических замечаний со стороны Сердара Бердымухамедова, сына президента. Он выразил мнение, что видимые очереди у магазинов могут подорвать авторитет его отца, представляя его в невыгодном свете. Поэтому пусть люди лучше не толпятся. А знаете, как в Туркменистане борются с болезнями? Просто запрещают название этой болезни. Так было с вирусом, который нельзя называть, бушевавшим во всем мире. И ничего, справились, нет слова, нет людей, которые заболели бы. А с 2017 года Ашхабад принялся за очередное эстетическое улучшение. На очереди кондиционеры и сплит-системы. Власти уверены, что эти приборы испортили вид города и теперь требуют срочного их демонтажа. Сотрудники управляющих компаний активно взялись за выполнение этой задачи. И действительно, с точки зрения внешнего вида зданий, кондиционеры могут показаться не самым привлекательным дополнением. Но если бы не одно «но». В Туркменистане, где температура зачастую держится выше 40 градусов на протяжении недель, отказ от кондиционирования воздуха может стать серьезной проблемой. Ведь никакой другой альтернативы государство не предлагает. Запекайся дома, но кондиционер не ставь. А с 2016 года Туркменистан взял курс на очищение своего информационного пространства от рекламы, которая, по мнению властей, может негативно сказаться на общественной морали. В список нежелательной рекламы вошли казино, БАДы, услуги гаталок, эротический массаж и энергетические напитки. Отлично, вот бы и нам, так скажете вы. Однако вместе с этими пунктами оказались и детские смеси, что вызывает только вопросы. По туркменскому законодательству детское питание не должно афишироваться как альтернатива грудному вскармливанию, а уж точно не должно превозноситься за счет вытеснения естественных методов питания младенцев. Да и сам президент, по слухам, осуждает такой процесс кормления. Поэтому под запрет. В Туркменистане, начиная с недавних пор, водителям-мужчинам запрещается подвозить женщин, с которыми их не связывают родственные узы. Дорожная полиция теперь может остановить автомобиль, в котором пассажиром является женщина, и потребовать подтверждения родственных связей между ней и водителем. Нет, не поцелуй, а какие-то документы. В Балканском вилаяте даже пошли дальше, запретив женщинам занимать переднее сиденье рядом с водителем, независимо от того, является ли она пассажиром такси или это просто частное авто. Это правило может действовать не во всех регионах страны, но его последствия уже ощутимы. Так, в том же вилаяте за нарушение этого правила водителя могут оштрафовать на сумму в $2000, даже если нарушитель перевозит свою собственную родственницу. К тому же, после 8 вечера всем водителям категорически запрещается перевозить вообще любых женщин. Пусть дома сидят.
Кроме того, в стране женщинам и самим фактически ограничен доступ к вождению. Хотя официальных запретов на вождение женщинами издано не было, правительство применяет обходные пути для ограничения этой возможности. Например, женщинам усложняет процесс получения и продления водительских прав. Иногда могут просто остановить автомобиль и, отобрав права, сказать, что нужно отправить их на проверку. Почему так? Ведь могли бы просто указ издать, но это легкий кивок в сторону ООН, где очень беспокоятся за права туркменских женщин. Так вот, их здесь и не нарушают. Кроме того, в Туркменистане внедрено довольно необычное правило и для мужчин, особенно те, кто занимает государственные должности, им теперь запрещено окрашивать седые волосы в черный цвет. Вместо этого от чиновников ожидается, что они будут носить свою седину с гордостью. Более того, если у кого-то из них седины нет, предписывается даже искусственно добавлять белые пряди в свою прическу. Это кардинальное изменение произошло после того, как ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов, который сам красил свои седые волосы в темный цвет, требовал и от своих подчиненных скрывать признаки старения. При этом всем остальным мужчинам нельзя было выглядеть моложе, чем президент. И правильно, в Туркменистане образ президента — это не просто лицо на фотографии, это символ, который должен быть узнаваемым для каждого гражданина. Но тут есть одна особенность: допускается только одна официально утвержденная фотография. Это правило распространяется везде. От уличных баннеров до первых страниц газет. Нет места импровизации или выбору, когда речь заходит об изображении главы государства. Используется исключительно эта единственная фотография. И Гурбангулы Бердымухамедов хорош абсолютно во всем. Он показал невероятную стойкость на одних из воскресных скачек. В самый решающий момент на финише его конь споткнулся, и Бердымухамедов вылетел из седла. Сразу после падения его экстренно доставили на скорой помощи. Событие окутало стадион молчанием на полчаса. Видно было, что некоторые зрители не сдерживали слез, вероятно, переполненные чувствами. Журналистам было строго указано не распространять информацию о случившемся и уничтожить любые доказательства произошедшего. Но история получила неожиданное продолжение. Всего через 40 минут Бердымухамедов вновь появился перед публикой, будто ничего и не произошло. И да, официально выиграл эти скачки и даже заработал денежный приз в 11 миллионов долларов. Его возвращение встретили бурными аплодисментами. Хотя в этих овациях чувствовалась и определенная напряженность, ведь люди увидели то, что не должны были видеть. Вдали от суеты Бердымухамедов посвятил время чтению о природе своей страны и местной флоре, наблюдая за окружающим миром через бинокль. Несмотря на отсутствие вируса, который нельзя называть в Туркменистане, он был замечен в полной экипировке, включая маску. Возможно, это была часть его камуфляжа для большей уловистости. Новостные кадры показали, что улов этот был достаточно велик, чтобы наполнить огромную кастрюлю, за что следует благодарить не только умение президента, но и, видимо, водолазов. Но президент решил не оставлять рыбу себе, а отдать ее в качестве дара детям из Дворца благоденствующих детского дома в Ашхабаде, которые были счастливы и благодарны за такой щедрый подарок. Это именно та поддержка, которую они ждали от президента. Кроме того, глава Туркменистана считает, что именно в его стране зародился любимый гольф. По его словам, вначале появилась древняя игра чилик, а потом уже только современный гольф украл основные правила. Эта игра, по мнению президента, не только способствует физическому развитию, улучшению ловкости, быстроты реакции, вниманию, координации, но и стимулирует стратегическое мышление, а также вносит значимый вклад в укрепление здоровья. Правда, для обычных граждан гольф — это что-то непонятное на другом языке. А относительно недавно Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл золотой памятник Алабаю, демонстрируя свое глубокое уважение конкретно к этой породе собак. Помимо различных новостроек, именно памятник Алабаю привлек наибольшее внимание общественности. Состоящий из 9-метрового постамента и 6-метровой статуи Алабая, он украшен видеоэкраном, на котором демонстрируются ролики с участием этих величественных животных. Инициатива установки монумента исходила непосредственно от президента, желая
пожелавшего отдать дань уважения отваге и доброте Алабая, подчеркнув их значимость в истории и жизни нации. Алабай занимает особое место в сердце Бердымухамедова, о чем свидетельствуют его дары лидерам других стран, включая Щенков, Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву. Президент также внес значительный вклад и в популяризацию этой породы, выпустив книгу и даже песню, посвященную туркменскому Алабаю. Видимо, собак он любит больше, чем женщин. Ну и почему бы не придумать свой собственный вид спорта? Гурбангулы Бердымухамедов, всегда находящий новые горизонты для своих талантов, на этот раз внес свой вклад в спортивный мир, создав совершенно новый вид спорта. Представьте себе, целью является попадание в кольцо, причем делать это нужно сидя на велосипеде. Пока что это уникальное достижение принадлежит только лично президенту, но он уже в процессе формирования команды, чтобы развивать эту дисциплину дальше. А хотите, я зачитаю вам невероятно глубокие пословицы президента? Их издают даже в виде книг. Если осенью не спашешь, то потом хоть 10 раз паши. Вода золото, подливальщик ювелир. Много сена, скот сыт. Политая земля с плодами, безводная. Урожай дает вода, и губит его тоже вода. От дождя земля цветет, от похвал мужчина. Глубоко, да? Гурбангулы Бердымухамедов, который известен своими успехами в автогонках, помимо того, что он президент Туркменистана, взялся за новый вызов. Он не только спроектировал, но и собрал настоящий гоночный автомобиль. После того, как были созданы предварительные наброски будущего автомобиля, Бердымухамедов приступил к более мелким и точным работам по его переоборудованию. Он внес изменения в конструкцию каркаса для увеличения его устойчивости и прочности, а также заменил и усилил некоторые детали машины. Эти улучшения были направлены на повышение надежности машины при экстремальных условиях гонок по бездорожью. Гений и инженер не иначе. Не забывает и генералов учить. Гурбангулы Бердымухамедов не только наблюдал за маневрами, но и взял на себя роль инструктора, показывая высшему военному руководству страны мастерство обращения с оружием. Он продемонстрировал, как точно стрелять и с силой метать нож в условного противника, получив за свое искусство аплодисменты от генералов, руководителей силовых структур и других высокопоставленных лиц. Бердымухамедов также взял на себя роль командующего в учебных операциях спецназа, направленных на нейтрализацию преступной группы. Ну а после того, как вопросы обороны страны решены, Гурбангулы Бердымухамедов переключает внимание на культуру и искусство, продемонстрировав свой талант в музыке. Президент Туркменистана не только исполняет песни, но и сам пишет музыку. И тексты, конечно. Осенью 2018 года в честь завершения авторалли Амуль-Хазар был организован концерт, где прозвучала песня «Спорт в Туркменистане», автором слов которой является сам президент, а музыку написал его внук Керим Гулы. Этот музыкальный номер исполнился вместе с ансамблем «Гунеш». Концерт традиционно завершился песней «Вперед, только вперед, край родной Туркменистан», тоже написанной Бердымухамедовым. Хотя в этот раз президент лично на сцене не выступал, его участие в музыкальной жизни страны давно и хорошо известно. К 8 марта 2018 года туркменские телезрители увидели видеоклип на песню «Каракум», где президент исполнил обновленную версию знаменитой композиции советской группы «Круг». Но что со статистикой? Фонд ООН в области народонаселения раскрыл ситуацию с семейным насилием в Туркменистане через детальный отчет. В нем указано, что 12% женщин в стране сталкиваются с физическим или сексуальным насилием со стороны своих близких. Этот отчет стал результатом совместных усилий, его финансирование осуществлялось правительством Туркменистана при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, Европейского Союза и посольства Великобритании в Туркменистане. Исследование, легшее в основу, было проведено еще в 2020 году, но его результаты свет увидел лишь только в 2021. Сравнение мировых показателей от ВОЗ, где каждая третья женщина, то есть 35%, испытывала физическое или сексуальное насилие, показывает, что в Туркменистане таких случаев в 3 раза меньше. Однако, учитывая склонность страны немножко занижать и даже сокрывать подобные статистические данные, правозащитники выражают опасения, что реальное положение дел может быть гораздо серьезнее и хуже, чем кажется на первый взгляд. Туркменистан действительно окутан ореолом тайны и множеством удивительных слухов.
Эта страна, с одной стороны, поражает своей изоляцией, напоминая по своей закрытости Северную Корею, а с другой — своими уникальными традициями и яркой культурой. Получение визы и въезд на территорию Туркменистана — процесс полной сложности, требующий от потенциального посетителя огромного терпения и порой невозможно без поддержки на высшем государственном уровне. Если в Северную Корею еще кого-то пускают, даже показывают что-то журналистам, то сюда ты просто не въедешь. Визовая политика страны настолько строга, что ставит Туркменистан в один ряд с самыми закрытыми государствами планеты. Ограничения на въезд, высокая стоимость визы и требовательный перечень документов делают поездку туда настоящим вызовом для иностранцев. В то время как некоторые страны стремятся привлечь туристов и журналистов, чтобы показать миру свои достижения, наследие, изменения, Туркменистан сохраняет загадочность и полную изолированность. Несмотря на богатство природными ресурсами, страна остается одной из самых недоступных и малоизученных точек на карте мира. Ну и, конечно, я должен рассказать про главный город страны. Столица Туркменистана, Ашхабад, является настоящим чудом, расположенным посреди пустыни Каракум. Город, отмеченный за свое великолепие в книге рекордов Гиннесса, каждым своим уголком демонстрирует невероятную роскошь и красоту, заставляя затаить дыхание каждого, кто сюда попадает. Почти 600 зданий Ашхабада облицованы мраморной плиткой, привезенной из таких стран, как Турция, Вьетнам, Италия. Несмотря на то, что местные жители иногда высказывают недовольство качеством этого самого мрамора, город продолжает удивлять своим внешним великолепием. Строительство ведется исключительно строительными компаниями из Ирана и Турции, которые должны предоставить доказательства наличия достаточного количества мрамора для работ. Центр города представляет собой ошеломляющую картину. Величественные белоснежные здания, покрытые мрамором, роскошные фонтаны, широкие улицы, на которых редко можно встретить прохожих. Все это великолепие требует непрерывного ухода, начиная от полива зеленых насаждений до поддержания чистоты хромированных элементов урбанистического дизайна. Однако за пределами этой декоративной витрины скрывается и совсем другая жизнь. Всего в нескольких километрах от центра можно найти районы, где времена СССР еще ощутимы в архитектуре и в образе жизни людей. Эти места являются напоминанием о том, что за фасадом роскоши и блеска скрывается жесткая реальность жизни простых обычных людей. Туркменистан с его строгим авторитарным режимом и культом личности действующего президента демонстрирует яркий контраст между богатством и властью верхушки и нищетой обычных граждан. Страна, обладающая огромными запасами природных ресурсов, в то же время сталкивается с серьезными социальными и экономическими проблемами, скрытыми от глаз мира за великолепными фасадами всей столицы. И хочу напомнить, кто не подписался, тот без огурчика остался.